Сейчас я покажу вам, как готовить шашлык из оленины якутским ножом. Вот я специально взял 3 разных ножика. Я там в тайге, зима, холод, и мне надо быстро растопить, разжигать нечем. Значит, я должен настругать лучин. И вот я пытаюсь, и у меня, поскольку он очень тонкий, сколько он тут, 1 миллиметр или 1,5 миллиметра, он впивается мне вот так. Я вот так нажать не могу, видите? Вот не могу реально. Так, теперь, значит, вот этот ножик, вот таких очень много продается, охотничий ножик. Ну, это хороший нож. Ножны, да? Они вот, то есть в случае чего, например, вы нож положили вот так на сиденье в машине и вот так сели на него, да, и он у вас сломался. Или вот где-то в рюкзаке вы его везете, рюкзак, значит, где-то грузили, и вот эти ножны, они никак его не защищают. В лесу шли и там подскользнулись или еще что-нибудь, нож может пробить эти ножны и поранить вас. Якутские ножны, они, значит, имеют внутри деревянную вставку, они жесткие, вот здесь вот. Они вот здесь вас никогда не поранят. Во-вторых, вот этот хлястик, да, вы его должны отщелкнуть, и только потом вы его вытащите. Да, вот как извлекается якутский нож из ножен. Вот таким движением пальца. Оп, и он уже, то есть, вот он вот так ходите, вам нужно его достать, вы взяли, одним движением его вытащили. Он уже готов к использованию. Вы как-то вот так делаете, он вам не мешает ни кувыркаться, ни бегать, ничего. Смотрите, я хочу настрогать, я упираюсь, опять вот здесь сделана вот эта выемка, да. Вот, и вот это не дает мне опять, мне больно вот этой руке, больно вот это нажимать. Вот я не могу, видите, даже я сухую вот эту доску строганную, без единого сучка, мне и то ее тяжело вот строгать. Вот она тоже уперлась, тоже застряла. Вот так вот, если сильно я сейчас вот это вот так сделаю, я могу его сломать, но мне не хватает упора, потому что вот он здесь тоненький, вот, очень тоненький. У меня просто площадь хвата очень маленькая. Вот, не тяжело, не тяжело. Вот якутский нож, вот как у себя дома, понимаете? Обух, да, кстати, давайте сравним толщину обуха. Якутский нож, у него обух 1,5 раза толще, чем у этого. Плюс у него есть ребро жесткости вот это. Видите, оно вот этот дол кованый, он внутрь вогнут. Вот у этого ребра жесткости нет. Вот я чувствую, что если его так начну делать, я его либо сломаю, либо погну. Вот, обух очень толстый, и он вот так вот расширяется клином, и ему очень легко вот такие вещи делать. Вот давайте сравним площадь ухвата. Видите, да? Вот. Здесь вот столько, а здесь вот столько. Мне вот это движение, вот этим ножом или этим, это совершенно разные вещи. Кроме того, вот эта рукоять, она имеет вот такую структуру, волокна направлены в разные стороны. Соответственно, вот это микросхватывание с рукой человека, оно максимально, вот эти сами волокна дерева очень крепко держат. Вот говорят, что якутский нож, там у него гарды нет или что-то, да, но настолько он в руке лежит крепко, что ты его вот так вот вообще не сдвинешь. Понимаешь, ты его вот так не вырвешь из руки, и он, или при ударе, рука туда не пойдет. Понимаете, потому что сам вот эта текстура, она не крашеная, не лакированная, ничего. Она, как сказать, просто ее полирует и все. А вот здесь волокна идут вдоль. Хоть это и мореный дуб, и когда он намокает, у тебя руки в крови, там, в жире и так далее, у тебя рука здесь начнет скользить вот так. Вот. А здесь она скользить не будет даже в мокрых руках. Вот. Поэтому говорить, что у якутского ножа нет гарды, и поэтому им невозможно вот так ударить, ну это очень, как сказать, как бы самонадеянно. К сожалению, вот никого это не спасло. То, что у якутского ножа нету гарды, это никого, к сожалению, не спасло.
Мне досталась сегодня очень хорошая оленина, жирная. Вот, посмотрите, прям вот это все слой жира. Я подумал, что из нее может получиться и вот такое место, нежное мясо, да, и я подумал, из него получится хороший шашлык. Вот, мясо, смотрите, его, оно тут немножко волосы есть, потому что оленя, как вы понимаете, забивает не на мясо, знаете, а в тундре. Вот, поэтому и разделывают, и вот кровь немножко остается. В общем, это, видимо, не халяльное мясо. Вот это вот обычный нож. Если мне надо, вот, у меня уже вот эти все выемки, да, они мне уже создают неудобства. О, я чуть не порезался. Понимаете, вот эти ножи, они называются охотничьи, они все похожи, да, вот они имеют вот такую выемку, типа с намеком на то, что вот зачем охотничьему ножу вот эта штука. Если на тебя в лесу нападет медведь, ты его возьмешь и зарежешь. Поэтому нож охотничий. Наверное, так себе это представляют производители охотничьих ножей. На самом деле, охотнику в лесу надо, допустим, разделать лося. Да, и ему нужно орудовать вот мокрыми, жирными руками, и ему нужно, чтобы ему легко было перехватить нож. И так схватить, и так схватить. И вот эта выемка, вот это все, оно мешает. И самая главная форма, вот то, что очень узкая, вот эта вот рукоять получается, ее здесь вот так выточили для красоты или для чего, да. И площадь схватывания очень маленькая. И даже, кстати, у меня не самая большая рука, она у меня еле влезает сюда, видите, да? То есть, если это будет более крупный мужчина, допустим, вот у меня рост 1,70 м с копейками, да, если будет двухметровый там мужик вот с такими кулачищами, ему вот этот нож уже будет маленький. А якутский нож вот я держу, у меня еще вот сколько остается, здесь может любой человек. Но то, что ручка потом длиннее, чем это, оно у меня есть как бы, я и так могу держать, и так могу держать. А вот про такой нож я даже не говорю. Вот он вообще, вы его мерзлое мясо, ну, невозможно его. Он там просто нету ни упора, ни, вот это вот клинок шатается, и клинок гнется вот так вот. То есть вы, нету твердости, да, это вот можно фрукты резать, и то не самые твердые. И вот если я прямо пальцы специально вот так в жире измажу, да, вот и рукоять измажу в жире, да, у меня уже все скользит. Мне уже вот это вот рука пошла вот сюда. И кроме того, даже если я захочу почистить картошку, то вот это вот, да, вот это все мне будет мешать это делать. Вот этот момент чистки картошки, в отличие от якутского ножа, ничего не мешает. Вообще никаких лишних деталей у него нет. Нет, неудобно. Якутским ножом ты взял. Все, все, что требует усилия, все, что требует нажима, рукоять якутского ножа идеально сделана. Можно дерево расщепить, можно совершенно мерзлое мясо можно резать. То есть, которое в минус 50, мясо замерзает до состояния, оно как металлическое, оно звенит. Понимаешь? И ты его якутским ножом можешь резать. Вот оленина, смотрите, какая шикарная. Олень, он почти как баран размером. То есть он маленький. Видите, вот эта вот спина оленя, она вот. И на них ездят верхом. То есть это очень выносливое животное. И оленеводы на них седла надевают и ездят верхом. Вот из этого я сварю супчик. А эти прекрасные якутские ножи вы можете заказать у меня. Я работаю с лучшими мастерами Якутии напрямую и отправляю с деком или почтой России по всему миру. Пожалуйста, пишите мне в личку. Это ножи, которыми я пользуюсь сам. И вообще, это настоящие рабочие, традиционные ножи, сделанные по всем канонам и правилам, ручной ковкой, что очень важно, ручной закалкой. Это настоящие якутские ножи.